Алексеевка – деревня в Темниковском районе Мордовии. Последнее место жительства адмирала и святого Федора Федоровича Ушакова. Здесь, в своем имении, он жил после ухода в отставку. Здесь умер и был похоронен в расположенном неподалеку Санаксарском монастыре, рядом с могилой дяди, восстановителя и настоятеля монастыря Федора Санаксарского. По мнению известного мордовского ученого Ивана Корниловича Инжеватова, название Алексеевка произошло от имени владельца Алексея Мыльникова. Фамилия Мыльниковых известна в Темникове издавна. В 1689 году в документах упоминается приказной служитель Темникова Иван Мыльников. В 1699 году подьячий Федор Мыльников. В документах переписи населения за 1760-е годы указано, что деревня Алексеевка и 11 душ мужского пола принадлежат секретарю Алексею Мыльникову, проживающему в городе Темникове. В 1782 году Алексеевка – сельцо губернского секретаря Алексея Даниловича Мыльникова и его дочери, девицы Анны. На плане генерального межевания начала 1780-х годов четко видно, что сельцо расположено у пруда на левом высоком берегу речки Гремячки, которая очерчивает его южную границу, а с востока Алексеевка граничит с речкой разно называемой. Все постройки – это одна улица, идущая вдоль речки с востока на запад. В ряду этих строений очевидно и располагался господский дом, который часто отличался от крестьянских избушек, крытых соломой, лишь большим размером и крепкой тесовой крышей. В документах конца XVIII века читаем: Алексеевка, 5 дворов, в которых проживает 36 крестьян, дом господский деревянный, на речке Гремячки пруд, на коем мучная мельница, земля иловатая, хлеб и покосы средственны, лес строевой и дровяной, дубовый, березовый, крестьяне на пашне. Плотина с мельницей была в нижнем пруду, а выше по течению ручья был верхний пруд. В 1795 году Алексею Даниловичу Мыльникову принадлежит 4 ревизских души, а дочери Анне – 19 душ. В июле 1805 года Анна, уже жена обер-прокурора Духовницкого, продает сельцо Алексеевку адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Сделка была совершена в палате гражданского суда Санкт-Петербурга. Сельцо было продано с 3 крестьянскими семьями, состоящими из 10 человек, за 4500 рублей. В декабре 1806 года Федор Федорович Ушаков подал документы об отставке. 17 января 1817 года вышел указ, в котором сообщалось: по прошению за болезни уволен от службы адмирал Федор Федорович Ушаков с мундиром и полным жалованием. В течение 1,5 лет Федор Федорович Ушаков продолжает службу в Санкт-Петербурге, и даже по уходу в отставку в 1807 году он продолжает жить в Санкт-Петербурге. В этот период он опекает своих племянников, самым младшим из которых было 14 лет, занимается имущественными вопросами, и, судя по всему, в Алексеевку он переезжает после 1809 года, а вероятнее всего в 1810 году. К этому моменту дом в Алексеевке уже имеется. В мае 1810 года Федор Федорович Ушаков на своей родине, в Ярославской губернии, написал завещание, в котором указал наследниками детей покойного брата Ивана Федоровича Ушакова, мичмана флота Николая, гардемарина морского кадетского корпуса Федора и девицу Павлу. Ранее, 20 апреля 1809 года, Федор Федорович Ушаков в первой записке о земле Тамбовской написал: «Для пребывания моего купил я в Тамбовской губернии, в Темниковской округе, землю в сельце Алексеевке, 160 десятин. На ней поселены 7 дворов крестьян, между которыми построил я себе хижину, где желаю провести последние дни моей жизни. Жительство мое состоит в пустынном месте, окруженном полями». Таким образом, в 1809 году дом уже был построен. Личные вещи и обстановка могли быть перевезены из петербургского дома адмирала Ушакова.
Объявление о продаже дома и английской кареты было опубликовано в Санкт-Петербургских газетах в июне 1810 года. Новая усадьба с каменным двухэтажным домом существенно изменила прежнюю планировку Алексеевки. Фактически она была построена и спроектирована заново. Как видно на карте середины XIX века, все крестьянские дворы были убраны. На их месте на холме разместили усадьбу. Главный фасад барского дома был обращен не на пруд, а в сторону реки Мокши. Именно фасады дома установили так называемую красную линию. Направление улицы стало с юга на север и кардинально отличалось от прежнего с востока на запад. Главная дорога из Темникова вела к воротам барского дома, а затем пересекалась с центральной широкой улицы, на которой находились дома крестьян. На плане усадьбы также видны условные обозначения двух построек, симметрично расположенных с юга и севера от жилого дома. Как правило, они строились для хозяйственных нужд. Это были хлев с конюшней, каретный сарай, амбар, погреб для продуктов и прочее. В феврале 1815 года было подготовлено дополнение к составленной в 1804 году родословной Федора Федоровича Ушакова. Из документа следует, что племянники адмирала служили на флоте. Николай – лейтенант и кавалер в гвардейском экипаже. Федор – флота мичман в 15-м корабельном экипаже. Сын брата Степана Алексей – надворный советник. Сын Алексея Петр – внучатый племянник Федора Федоровича Ушакова, которому от роду 11 лет нет и службу еще никуда не определен, а жительство имеет в доме деда его адмирала в сельце Алексеевки. Всех их в онную родословную следует поместить для внесения в книгу дворянских фамилий по Ярославской и Тамбовской губернии. В данном документе интересный факт проживания вместе с Федором Федоровичем Ушаковым внучатого племянника Петра, который воспитывался у адмирала. Это подтверждает также прошение о приеме в морской кадетский корпус 12-летнего недоросля Петра Алексеева, сына Ушакова, составленное 2 марта 1815 года. В документе указано: «Поместье дворовых людей и крестьян за мною не состоит. Недвижимое имение с людьми и крестьянами обещано мне по наследству от деда моего, адмирала и кавалера Федора Федоровича Ушакова, по духовному его завещанию. Ныне жительство имею в доме оного деда моего, адмирала Ушакова, состоящем в Тамбовской губернии Темниковского уезда, в сельце Алексеевке». Федор Федорович Ушаков прожил в Алексеевке около 8 лет и, ведя жизнь уединенную, мог остаться и незамеченным, если не события войны с Наполеоном, когда на его средства здесь, в Темниково, был открыт и функционировал госпиталь на 60 коек. Мы стоим у здания, в котором располагался госпиталь. Сейчас это здание и дом Темниковского историко-краеведческого музея, носящего имя, и на стене музея можно видеть памятную табличку, говорящую об этом событии. В 1949 году краевед Александр Александрович Чернухин опубликовал воспоминания 87-летнего Алексея Петровича Бузданова, который служил кучером у семьи Ушаковых свыше 40 лет и слышал рассказы старых жителей Алексеевки о Федоре Федоровиче Ушакове. Так Иван Васильевич Куликов вспоминал, что Федор Федорович навещал раненых в лазарете Темникова. Приедет, бывало, на паре лошадей один или со своим племянником-моряком. Сам старый, а подвижный такой, в морском мундире, с тростью в руке. Ну и начнет расспрашивать, как воевали, а потом и сам начнет вспоминать, как он турок и французов на море бил. Предводитель дворянства Никифоров писал в Тамбов: исключительно на отпущенные Федору Федоровичу Ушаковым деньги в Темникове был создан и содержался с 15 января по 14 апреля 1813 года госпиталь, больные военнослужащие которого в содержании и лечении не терпят ни малейшего недостатка. В мае 1816 года Федор Федорович получил свою последнюю награду – медаль в память Отечественной войны 1812 года. Адмирала Федора Федоровича Ушакова похоронили 2 октября 1817 года. Метрическая книга Спасо-Преображенского собора города Темникова содержит запись:
умер, лето 75, болезнью натуральную, адмирал и разных орденов кавалер Федор Федорович Ушаков, погребен в Санаксарском монастыре. 5 декабря 1817 года в газете «Московские ведомости» были напечатаны известия об открытии наследственного дела и явке всех наследников или их поверенных в суд города Темникова для оформления документов. Окончательно вопрос был решен 4 февраля 1818 года. При разделе наследства присутствовали Николай Иванович с братом Федором Ивановичем и Алексей Степанович Ушаковы. Наследство адмирала Ушакова досталось его племяннику Федору Ивановичу, который, уйдя в отставку в 1819 году, фактически сразу переезжает и поселяется в доме. Здесь у Федора Ивановича и его супруги Марии Юрьевны рождаются дети, их 5, о 2 мальчиках известно более-менее достоверно. Один из старших сыновей, Дмитрий, будет являться владельцем этого дома. Вот он, его дети, его внуки останутся наследниками вот этого имения, этого дома до того момента, когда имущество будет национализировано. В 1833 году, после отъезда Федора Ивановича в Рыбинск, усадьба опустела. Алексеевское имение на долгие годы перестало быть главным семейным домом для рода Ушаковых и утратила свою ценность у наследников. Возможно, именно тогда в Рыбинск были перевезены мемориальные вещи и документы адмирала. Спустя почти 20 лет, в 1852 году, Алексеевку, находящуюся под залогом в 5580 рублей, выкупили сыновья Федора Ивановича – Дмитрий и Федор. Но настоящая жизнь в Алексеевке наступила в 1862 году, когда в родной дом вернулся Дмитрий Федорович вместе с молодой супругой Юлией Гавриловной. По сведениям 1862 года, сельцо Алексеевка расположено в 3 верстах от уездного города, по левую сторону от почтового тракта из города Темникова в город Кадум. В нем находилось 26 дворов, в которых проживало 84 человека мужского пола и 83 женского пола. В 1868 году новый хозяин решил частично изменить планировку Алексеевки, перенести несколько домов сельчан, чтобы продлить небольшую улицу на запад до конца деревни и выделить еще 2 дополнительных участка для крестьянских домов. По списку в правой стороне нового плана, представленного для согласования, указано 32 домохозяйства. План был утвержден строительным отделением Тамбовского губернского управления в 1872 году. Определенно, хозяин рассчитывал здесь жить постоянно и поэтому заботился о жизни крестьян в своей усадьбе. Смотритель уездного училища Рейтеров в работе «Город Темников и его уезд», опубликованный в 1876 году, описывая земли, прилегающие к реке Мокши, упомянул и усадьбу. Направо от Рябчиковой горы леса, луга, и на полугоре огромный каменный дом среди деревеньки Алексеевки, принадлежащий потомкам адмирала. В памятных книжках Тамбовской губернии указано, что надворный советник Дмитрий Федорович Ушаков в 1873 году был судебным следователем первого участка, затем участковым мировым судьей. Он умер в марте 1883 года и был похоронен на территории Санаксарского монастыря. В 1890 году на постоянное место жительства после ухода в отставку приезжает Дмитрий Дмитриевич Ушаков. Он привозит с собой молодую жену Софью Петровну. Дмитрий Дмитриевич Ушаков обустраивает усадьбу и вносит капитальные изменения. Комнаты и окна были маленькие, потолки сводчатые, как в монастырской келье. Когда дом перешел во владение Дмитрию Дмитриевичу после смерти отца, то он его перестроил. Сводчатые потолки были заменены обычными, окна в верхнем этаже увеличены, внутренние капитальные стены частью были разобраны, и комнаты стали просторнее. До переделки внизу было 5 комнат, наверху 6. Внизу жила прислуга,
и находилась кухня. Наверху были барские комнаты. Как внизу, так и наверху через весь дом тянулись сводчатые коридоры. Обстановка была небогатая, старинная. Лишних вещей не было. Кабинет выходил в сторону леса и монастыря. По воспоминаниям сельчан, в 1905 году барин из-за смутного времени продал землю, прилегающую к Алексеевке. Для покупки участка местное сельское общество взяло денежную суду. В 1910 году в Алексеевке было 58 домохозяйств, а в 1912 произошел страшный пожар, уничтоживший почти всю деревню. Но усадьба осталась невредимой. После пожара Дмитрий Дмитриевич Ушаков выделяет крестьянам лес, но его хватает лишь на постройку небольших избушек в 2 окна. Секретарь особого комитета по увековечению памяти адмирала Федора Федоровича Ушакова в связи со 100-летием его смерти, историк и действительный статский советник Владимир Петрович Ильинский посетил могилу и дом адмирала в 1915 году. Он дает краткое описание дома и местности. Дорога, по которой мы приехали в Санаксарь, при въезде в монастырский лес проходит мимо стоящего на пригорке белого двухэтажного каменного здания. Это дом, где адмирал Ушаков провел свои последние дни, сохраняющийся преемственный и сегодня за его фамилией. Дом за долгое время существования, без сомнения, несколько изменился. Но архитектура здания весьма сходная с монастырскими, построенными в конце XVIII века, относит его к тому же времени. Живущий в нем правнук адмирала и настоятель монастыря передавали как предание, что дом построен для адмирала монастырем вместе с постройкой монастырских зданий. Известно, что на рубеже веков комплекс Санаксарского монастыря активно перестраивали из камня. В 1805-1810 годах была возведена последняя кладбищенская Воскресенская церковь. В статье Владимир Петрович Ильинский опубликовал также фото дома со стороны двора, который до настоящего времени является единственным качественным снимком. Еще одно фото дома, почти аналогичный вид со двора 1914 года, было опубликовано директором Краеведческого музея города Темникова Николаем Николаевичем Зараевым в книге «Край морской Темниковский». Надо отметить, что к 1910 годам наследники пытались продать это имущество и рассматривались вопросы об использовании дома. Было предложено организовать в доме санаторий для матросов, но комиссией, которая обследовала дом, выявлено было только то, что он может принять не более 15 человек, и эта затея была отменена. Земство пыталось решить вопрос приобретения и использования дома из организации школы-фермы для девочек, училища для пчеловодов, какие-то другие проекты были, но все они не были реализованы в силу того, что после революционных событий фактически канули в лето. И сама семья после 1910-х годов, вероятнее всего, в Алексеевке не жила. Но глава семейства Дмитрий Дмитриевич Ушаков работал в земстве. Его младшие дети, сыновья, учились в мужской гимназии. И, вероятнее всего, семье было удобнее жить и проживать в Темникове. Последняя фотография семейная сделана как раз во дворе дома на одной из улиц. В январе 1930 года Дмитрий Дмитриевич Ушаков был арестован. В архиве Управления ФСБ по Республике Мордовия сохранилось его следственное дело, где с его слов записано, что до 1917 года он был помещик, земский начальник, имел имение в Алексеевке и 300 десятин земли. В следственном деле сохранилось последнее фото Дмитрия Дмитриевича Ушакова и приложена справка Горсовета Темникова от 23 февраля 1930 года, в которой сообщается, что на момент ареста у Дмитрия Дмитриевича Ушакова было недвижимое имущество на 1000 рублей и 1 корова. В конце есть приписка о лишении его в 1918 году избирательных прав, как имеющего землю более 150 десятин и земского начальника. Дмитрий Дмитриевич Ушаков был приговорен в мае 1930 года к 10 годам лагерей.
Но, принимая во внимание его старческий возраст, срок заменили 5 годами ссылки. Там он и умер осенью 1930 года от плеврита. Младший сын Александр в марте 1930 года был отчислен из школы города Темникова как сын врага народа и с матерью Софьей Петровной уехал в Москву к старшим братьям. После национализации в 1920-е годы усадьба разбиралась. Кирпичи уходили на постройку хозяйственных строений обывателей. И по воспоминаниям Николая Николаевича Зараева, остов усадьбы стоял еще в 50-е годы. Впоследствии использовали строительную технику, экскаваторы и бульдозеры для добычи кирпича и глины на территории прилегающего барского сада. В 1982 году на месте усадьбы Федора Федоровича Ушакова в Алексеевке установлен памятный знак в виде стелы, выполненный автором Иваном Степановичем Илюшкиным и Василием Алексеевичем Солдаткиным. Последний владелец усадьбы в Алексеевке Дмитрий Дмитриевич Ушаков был реабилитирован в 1989 году. Все доносы и показания оказались ложными. В 1992 году по заказу Министерства культуры Республики Мордовия был выполнен проект по восстановлению усадьбы адмирала Федора Федоровича Ушакова в Алексеевке. Но, к сожалению, до настоящего времени он остается нереализованным.